механик-водитель, сержант первого класса Али Даниэль Самбрано Сильва. На синем танке выступает экипаж Республики Беларусь. Командир танка старший прапорщик Михно Сергей Александрович. Наводчик-оператор старший сержант Солдатенко Дмитрий Дмитриевич. Механик-водитель старший прапорщик Багруденко Виталий Васильевич. На зеленом танке выступает экипаж Республики Ангола. Командир танка лейтенант Камилтон Томе Бамби. Аплодисменты, друзья. Наводчик-оператор второй капрал Антонио Коле Макина. И механик-водитель второй капрал Марселину Жарра. На красном танке выступает экипаж Республики Киргизия. Командир танка лейтенант Мамбет Углу Нарсаид. Наводчик-оператор старший сержант Джумалиев Мунарбек Ниязбекович. Механик-водитель младший сержант Абдыразаков Бостанбек Абдыразакович. Итак, еще раз аплодисменты, дорогие друзья, всем экипажам, которые представлены сегодня в первом заезде. Мы все ожидаем команды. Уже считанные минуты остаются до старта. Я напоминаю, главный судья конкурса «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск», заслуженный военный специалист Российской Федерации, генерал-майор Поплавский Евгений Валентинович. Итак, сейчас предстартовое волнение всех болельщиков, групп поддержки и танковых экипажей, которые расположены у нас около боевых машин. И сейчас мы ожидаем команду сигналиста, который даст сигнал по машинам. Все в ожидании старта, дорогие друзья. Да. Сегодня замечательная погода. Она способствует танкистам преодолевать препятствия и поражать мишени, я думаю, с первых выстрелов. Поэтому ожидаем старта, дорогие друзья. И болельщики, которые присутствуют на трибунах, выберут своих болельщиков, своих любимцев в сегодняшнем первом заезде. Я думаю, уже определили для себя. Итак, дорогие друзья, дана команда по машинам. По машинам. И сейчас производится запуск боевых машин. И мы наблюдаем сейчас с вами, как
экипажи заняли места в боевых машинах и ждут команды главного арбитра на старт. Итак, напоминаю, что по желтой дорожке стартует у нас команда Боливарианской Республики Венесуэла. Первое препятствие для боевых машин — это у нас «Змейка». И мы сейчас с вами будем наблюдать, как искусно подготовленные механики-водители на этих 40-тонных машинах легко и просто будут преодолевать первое препятствие. Арбитры в поле у нас подняли белые флажки. Это говорит о готовности к старту наших экипажей. Я контролирую тренинг. Мы остановились на том, что по первой дорожке у нас экипажи из Боливарианской Республики Венесуэла. На второй дорожке, напоминаю, команда Республики Беларусь. На третьей дорожке, на зеленой танке, экипаж из Республики Ангола. И правый крайний на красной машине экипаж Киргизской Республики. Я думаю, что уже считанные секунды отделяют нас от старта. И все в ожидании начала заезда сегодня, 31 июля. Итак, дан старт команде Венесуэлы. И вот мы наблюдаем, как механик-водитель успешно справляется. Хотел справиться успешно, но немножко маленькая задержка. Но я думаю, это технические моменты. Ничего. Механик-водитель. Маленький фальстарт получился. Механик-водитель готовит поставить машину на прежнее место старта, потому что начал движение, я так понимаю, без команды. За нарушение движения без команды главного судьи будет выполнять команда из Республики Венесуэла штрафной круг за это наказание, за нарушение. Итак, готовность. Все. Итак, дана команда вперед. Аранга. Все. Теперь он уже боится начинать. Вот дан старт. Вперед. Но время уже немножко потеряно. И мы наблюдаем за прохождением «Змейки» экипажем из Венесуэлы. Молодец, механик-водитель. Немножко переволновался, но сейчас преодолевает. Немножко съехал, но ничего. Сейчас мы увидим маневры. Объезжает столбики. Необходимо не затем столбики на «Змейке» преодолеть этот участок. Еще один поворот. И выход на прямую. Итак, без замечаний. Первое препятствие пройдено экипажем из Венесуэлы без замечаний. И устремляется на пункт загрузки боеприпасов. Напоминаю, что сейчас экипаж должен, прибыв на пункт загрузки боеприпасов, выключить двигатель. Построение всего экипажа. Вот мы видим, наблюдаем, остановка. Построение экипажа возле боевой машины. И выполняется норматив по загрузке боеприпаса. 3 штатных артиллерийских снаряда. Вот построились. Рассредоточились по местам. Подает 2. Второй снаряд.
Третий снаряд. Итак, загрузка боеприпасов выполнена. Итак, сейчас экипаж выполнил норматив по загрузке боеприпасов и выходит на огневой рубеж. Сейчас закрываются люки боевой машины. Итак, уже оператор-наводчик уже ищет цель. Команда вперед дается главным арбитром. Машина выходит на огневой рубеж. Итак, сейчас. Итак, сейчас дается команда на поднятие мишеней. 3 мишени. Дальность 1600, 1700, 1800 метров. Итак, есть мишень. Сейчас выстрел. Есть попадание экипажа. Молодцы. Вторая мишень сейчас будет. Есть вторая мишень. Итак, цель для команды из Венесуэлы. Есть выстрел. Есть поражение цели. Молодцы. Молодец, наводчик-оператор. Есть третья мишень. Сейчас все внимание, наводчик-оператор занимается поиском цели. Третья цель стоит уже сейчас. Все зависит от наводчика-оператора. Выстрел. Недолет. Один промах. Итак, 2 попадания у команды из Венесуэлы. Откат. Сейчас выполняется откат. Время 4:25. 4 минуты 28 секунд. Сейчас реальное время. Машина выполняет откат. И выходит на трассу. Итак, сейчас я слышу, что сейчас арбитр определил. Для команды из Венесуэлы 2 штрафных круга за ранний старт и за стрельбу с открытым люком. Открытый люк башни. Экипаж уходит на штрафной круг. А мы ожидаем старта команды Республика Беларусь. Итак, дана команда вперед. Дорогие друзья, аплодисментами поддержим наших друзей из Белоруссии. Итак, преодолевается змейка. А в это время экипаж из Венесуэлы заканчивает первый круг штрафного круга. Первое прохождение. Итак, команда Беларуси преодолела без замечаний змейку и выходит на рубеж загрузки боеприпасов. А экипаж из Венесуэлы начинает второй круг штрафной круг.
Итак, сейчас выполняет белорусский экипаж норматив по загрузке боеприпасов. А в это время экипаж из Венесуэлы заканчивает второй штрафной круг. И через считанные секунды выходит на основную трассу. Время 7 минут и 9 секунд. И вот уже у нас команда Венесуэлы на дистанции, а белорусский экипаж выходит на линию ведения огня. На рубеж ведения огня. Итак, для Венесуэлы первое препятствие Брод. Ну, до Брода еще 100 метров. А для синего танка мишень. Есть мишень. Смотрим на экраны. Итак, напоминаю, 3 выстрела у команды Беларуси. А в это время выстрел. Промах. Буквально взлетает на курган. Второй выстрел. Есть поражение цели у команды Белоруссии. А преодолев курган, экипаж из Венесуэлы выходит на основную трассу. Итак, третий выстрел у команды Белоруссии. Есть поражение. 3 мишени поражены. 3 мишени из 3 поражены. И преодолевать штрафные круги команды Беларуси не придется, поэтому они выходят. Откат, выполнив откат, выходят на основную дистанцию. По реву машины мы слышим, что команда из Венесуэлы преодолевает противотанковый ров. Итак, сейчас дается команде Киргизии. Вперед! Итак, стартует красная машина с экипажем из Кыргызстана. А технические неполадки у команды из Анголы. Помощь подошла. И сейчас подходит к Броду экипаж из Белоруссии. Экипаж из Кыргызстана преодолевает Змейку. А белорусы, успешно преодолев Брод, устремляются на участок минно-взрывных заграждений. Итак, команда из Киргизии вышла на рубеж загрузки боеприпасов. Сейчас выполняется отключение двигателя и построение личного состава перед боевой машиной. Выполнили. Очень слаженно и четко действует экипаж из Киргизии. Вы наблюдаете на своих мониторах. А в это время красный танк с экипажем из Белоруссии подходит к участку.
Дорогие друзья, хочу сказать, что экипаж из Анголы устраняет неполадки со связью. Там техпомощь прибыла. И через определенное время машине будет дан старт. А на Косогоре мы наблюдаем экипаж из Венесуэлы на желтой машине. Вот Эскарп. Вот сейчас она подходит к Эскарпу. Экипаж успешно его преодолевает и устремляется на второй курган. На второй Косогор, простите. А перед нами проходит команда Венесуэлы. Под ваши аплодисменты, друзья. Поддержим экипаж из Белоруссии. Белоруссии. А мы смотрим, наблюдаем колейный мост. 40-тонная машина. Легко преодолев колейный мост. Это у нас экипаж из Белоруссии. Киргизский экипаж у нас сейчас ищет мишень, и мы наблюдаем с вами. Мишень есть для экипажа из Киргизии. Выстрел! Есть попадание! Есть попадание у экипажа из Киргизии. Вторая мишень. Напоминаю, дальность 1600, 1700, 1800 метров. Вторая мишень стоит для экипажа из Киргизии. Наводчик-оператор, все внимание в поле. Докладывает о готовности к стрельбе. А второй выстрел. Есть поражение, есть поражение. А в это время у нас экипаж из Венесуэлы на огневом рубеже сейчас готовится к поражению вертолета. Мишень номер 25. Опять выстрел. Промах. Третий. Команда из Киргизии. 2 попадания, 1 промах. Откат. Выполняет экипаж откат на боевой машине и уходит на штрафной круг. А в это время экипаж из Венесуэлы готовится поразить вертолет. Но вертолет мы наблюдаем. Стрельбу будет вести из зенитного пулемета Корт, командир танка. Итак, ожидаем сейчас стрельбы командира экипажа из Венесуэлы. А преодолел Эскарп. И на втором Косогоре находится у нас команда из Белоруссии. И вот сейчас мы наблюдаем, как экипаж из Белоруссии занимает огневую позицию для стрельбы по вертолету. Дальность 800 метров. А в это время мы наблюдаем, как экипаж из Киргизии заканчивает штрафной круг за то, что они не поразили третью мишень, и уходит на основную дистанцию. Под ваши аплодисменты, друзья. Его ждет первое препятствие для экипажа из Киргизии. Это брод. Напоминаю, протяженность брода 24 метра, глубина 1 метр. Итак, сейчас мы наблюдаем с вами 2 машины. Это команда Венесуэлы и Беларуси находится на огневом рубеже для ведения стрельбы по вертолету. Напоминаю, что стрельбу ведет командир танка. Есть вертолеты, желтые и синие вертолеты. Мы наблюдаем сейчас с вами в поле и ждем стрельбы. Вот мы слышим с вами сейчас стрельбу вертолета по вертолету. Так, синий вертолет мы наблюдаем на экранах сейчас. Пока он не падает,
надежный вертолет. Наверное, семейство Камова. Поэтому боевые машины так легко поразить. А преодолев брод, экипаж из Киргизии сейчас разгоняет машину для того, чтобы взлететь на курган. И мы видим, как механик-водитель искусно. Давай, давай, все, готов. Курган преодолен. Вертолеты у нас надежные, семейство Камова. Броня крепка на вертолетах, и никак не могут командиры поразить из Беларуси, из Венесуэлы. Наши друзья из Анголы никак не могут радиостанцию настроить на нужную волну. Итак, команда из Беларуси, выполнив откат на боевой машине, сейчас мы узнаем, уходит на штрафной круг. Итак, синий танк, команда Белоруссии, промах. Все-таки вертолет надежный российского производства. Не смогли не поразить его. И уходит на штрафной круг белорусская команда. Команда Венесуэлы. А перед трибунами, друзья, под ваши аплодисменты поаплодируем танкистам из сборной Киргизии. Молодцы, гвардейцы! Механик-водитель искусно ведет боевую машину, преодолев противотанковый ров. Он подлетает к Колейному мосту, буквально подлетает. На большой скорости подлетает 40-тонная машина, преодолевает Колейный мост и устремляется к гребенке. А тем временем мы наблюдаем, что наконец-то, настроившись на нужную волну, команда Анголы готова к старту. Команда из Анголы сейчас, я думаю, будет стартовать. Итак, преодолена гребенка экипажем из Киргизии. А в это время, друзья, экипаж из Белоруссии, выполнив штрафной круг, выходит на основную дистанцию и устремляется для преодоления очередной преграды. А я напоминаю, что очередное препятствие для команды Беларуси — это брод. Ровно и искусно ведет боевую машину механик-водитель из Белоруссии, старший прапорщик Виталий Васильевич Богруденко. Машина может развить скорость до 70 километров в час. Мы слышим ваши аплодисменты, болельщики из Беларуси, слышим. Молодцы, поддерживаем экипажи. Итак, команда из Киргизии преодолевает Косогор и подходит к Эскарпу. Сейчас 80-сантиметровая бетонная плита, которая возникает. Вот танк остановился, механик переходит на пониженную передачу за остановку. Преодолен Эскарп. Но не нужно было останавливаться. Необходимо перейти на пониженную передачу и преодолеть Эскарп. И вот уже на Косогоре. На втором Косогоре. А брод преодолела команда Белоруссии. Мы сейчас видим, как подходит к участку минно-взрывных заграждений. И разгоняет машину механик-водитель для преодоления кургана.
Итак, сейчас экипаж Итак, мы наблюдаем с вами синюю машину, которая, преодолев курган, идет. Так, мы сейчас с вами наблюдаем, разворачивает пулемет команда Венесуэлы. И я так думаю, что им проще будет преодолеть штрафной круг, чем искать вертолет. Да, запуск двигателя. Команда выполняет откат. А сборная Киргизии, команда Киргизии сейчас готовится выполнить стрельбу по вертолету. И под ваши аплодисменты, друзья, команда из Белоруссии с флагом Республики Беларусь проходит перед центральными трибунами и подлетает к Колейному мосту. Буквально подлетает. Мы с вами видим прыжок. Есть преодолен Колейный мост. И команда из Беларуси устремляется к гребенке. Экипаж из Киргизии. Ведет стрельбу экипаж из Киргизии. Вот красный вертолет. Так. На экране вы наблюдаете вертолет, по которому ведет стрельбу экипаж из Киргизии. Мы наблюдаем с вами сейчас, что выполнил запуск экипаж из Анголы. А мы видим с вами, мы с вами наблюдаем на экранах, что экипаж из Венесуэлы вышел на основную трассу, а киргизские танкисты выполняли стрельбу по вертолету. Напоминаю, дальность 800 метров. Мишень вертолет. Но вертолет еще находится в воздухе. Итак, сейчас подходит к эскарпу у нас экипаж из Белоруссии. Преодолевает эскарп. Уверенно машина преодолела препятствие и выходит на второй курган. Второй косогор, простите. На второй косогор. Команда из Венесуэлы выполняет штрафной круг, но почему-то они проехали заезд. Штрафной круг проехали. Им больше нравится этот второй штрафной круг. Поэтому я думаю, что сейчас переводчик для команды из Киргизии не поразили вертолет, поэтому на штрафной круг также уходит команда из Киргизии. Мы наблюдаем с вами, как команда из Киргизии зашла на штрафной круг за непоражение вертолета. А желтая машина сейчас с командой из Венесуэлы зашли на штрафной круг. Механик-водитель
Итак, сборная Киргизии получает 2 штрафных круга. Итак, команда танкисты из Белоруссии поразили вертолет. Поразили вертолет. И они сейчас выходят на основную дистанцию. Мы наблюдаем, выполнив откат. Боевая машина из команды Белоруссии выходит на основную дистанцию. А команда из Венесуэлы выполняет 2-й круг штрафной. Сейчас команда Киргизии будет выполнять также 2 штрафных круга. По вертолету было выполнено поражение цели, но при преодолении колейного моста команда из Беларуси допустила ошибку, поэтому сейчас выполняет штрафной круг. Итак, завершил преодоление 2 штрафных кругов команда из Венесуэлы, выходит на основную дистанцию и устремляется к броду. Мы наблюдаем с вами, как киргизские танкисты, преодолев штрафной круг, также выходит на основную дистанцию. А нет, разворот. Еще один штрафной круг. Ребята поспешили немножко, но ничего. Итак, мы сейчас наблюдаем, как вышел из брода экипаж из Венесуэлы и проходит участок минно-взрывных заграждений. На скоростном участке команда Белоруссии уверенно развивает и разгоняет машину механик, водитель, старший прапорщик Виталий Васильевич Бугруденко. А мы наблюдаем, как взлетает буквально на курган экипаж из Венесуэлы. Сборная Анголы готовит радиостанцию, настраивает на нужную волну. Нет связи. Итак, напрямую выходит команда Белоруссии. А тем временем, завершив наматывать круги штрафные, на дистанцию выходит. Мы видим сейчас, как, преодолев брод, немножко постудив пыл, выходит команда Киргизии, завершила брод. И, друзья мои, поддержим команду Анголы аплодисментами. Наконец-то они настроились на нужную волну и преодолевают змейку. А перед трибунами под ваши аплодисменты проходит команда Венесуэлы. Команда Киргизии, преодолев брод, сейчас устремляется к кургану. Колейный мост преодолен желтой машиной с экипажем из Венесуэлы. Без замечаний. Белый флажок арбитра говорит о том, что пройден участок без замечаний. Итак, команда Анголы выходит на рубеж загрузки боеприпасов.
Итак, на финишной прямой экипаж из Белоруссии преодолевает будет противотанковый ров. И под ваши аплодисменты, друзья, экипаж из Беларуси устремляется к финишу. Вот главный арбитр держит секундомер. Итак, есть время команды из Белоруссии. 27 минут 49 секунд время белорусской команды. А сборная Киргизии, друзья, под ваши аплодисменты, преодолев противотанковый ров, устремляется к Колейному мосту. А парни из Анголы выполнили норматив по загрузке боеприпасов. И сейчас будут поражать 3 мишени. А сборная команда Киргизии на танке Т-72 подлетает к Колейному мосту. Уверенно механик-водитель. Правильно. Белый флажок арбитра говорит о том, что Колейный мост преодолен без замечаний. Команда из Анголы сейчас ждет команды на выход на рубеж для ведения огня и поражения цели. Итак, сейчас команда из Анголы, друзья, выходит на огневой рубеж. Напоминаю, 3 мишени, это 3 танка. Удаление 1600, 1700, 1800 метров. Итак, зеленый танк у нас с экипажем из Анголы на рубеже ведения огня. Итак, представители африканского континента. Итак, друзья, под ваши аплодисменты экипаж из Белоруссии, завершив прохождение маршрута, ведет поиск цели оператор-наводчик из команды Ангола. Наводчик-оператор 2-й капрал Антонио Коля Макина ищет цель. Опытный наводчик. Есть цель. Есть цель для Анголы и есть цель для команды Венесуэла. Напоминаю, что команда Венесуэлы ведет огонь. И вот есть выстрел. Есть поражение. Есть поражение с первого выстрела. Молодцы! Итак, противотанковый гранатомет для команды Венесуэлы. Сейчас будет команда из Анголы. 2-й выстрел. Есть цель. Есть 2-й выстрел. Есть поражение цели команды Анголы. Молодцы, гвардейцы. Настоящие танкисты. Наводчик-оператор из команды Анголы увлекается теннисом. В вооруженных силах уже 9 лет. Образование среднее. Молодец, наводчик-оператор из команды Анголы. Есть попадание цели команды Анголы. 3 поражения. Молодец, наводчик-оператор. Механик-водитель выполняет откат боевой машины и устремляется на основную дистанцию. А в это время для желтого танка
Венесуэла. Команда Венесуэлы ведет, выполнив стрельбу по ручному противотанковому гранатомету, выполняет откат и выводит машину на дистанцию. Итак, парни из Африки, экипаж из Анголы у нас сейчас немножко охладится. Они готовы преодолеть брод. Вот мы с вами сейчас наблюдаем, что брод преодолевает не только экипаж Анголы, но и на технических работников. Остужает их пыл. Летит дождь. Итак, на скоростной дистанции экипаж из Венесуэлы разгоняет боевую машину. А в это время ангольский экипаж проходит участок минно-взрывных заграждений и готовится к преодолению кургана. Здесь все зависит от механика-водителя. Мастерство. Итак, на дистанции, напоминаю, у нас 3 боевых машины. Это экипажи из Анголы, Киргизии и Венесуэлы. Промежуточное время республики команды из Киргизии 28 минут 52 секунды. И вот машина, преодолев курган, устремляется на основную дистанцию. Ох, разворот. Разворот, серьезный разворот. Парни из Анголы выполняют. Итак, красная машина, экипаж красного танка, экипаж из Киргизии поразил мишень противотанковый гранатомет и выполняет откат для выхода на основную дистанцию. Вот мы наблюдаем с вами, как искусно механик-водитель из Киргизии разворачивает боевую машину и выходит на основную трассу. А в это время под ваши аплодисменты, друзья, после противотанкового рва экипаж из Анголы перед вашими трибунами проходит. Под ваши аплодисменты, друзья. Завершает первый круг экипаж из Анголы. Промежуточное время. Ох, молодец, молодец. Механик-водитель из Анголы. Легко подпрыгнул, преодолев колейный мост. Любитель музыки, хип-хоп и прыжки с парашютом любит механик-водитель из Анголы. Парень, образование среднее, в вооруженных силах 7 лет. В свободное время от службы занимается скалолазанием. Молодцы. Здесь лучшие из лучших экипажей, которые представили государство. Итак, сейчас команда из Венесуэлы, преодолев противотанковый ров, под ваши аплодисменты перед зрителями, буквально проносится. А мы в это время наблюдаем, как брод преодолевает команда из Киргизии.
Хорошо, извини. Вы перепутали. Итак, друзья, на втором косогоре сейчас находится команда Анголы и выходит на... Все. Итак, сейчас команда из Анголы подходит к огневому рубежу для выполнения стрельбы по вертолету. Дальность до вертолета 800 метров. Ну что, горячие парни из Анголы? 800-900 метров дальность до вертолета. Сейчас экипаж выполняет загрузку боеприпасов. Напоминаю, стрельба ведется из зенитного пулемета, а перед трибунами экипаж из Киргизии на красном танке. Под ваши аплодисменты, друзья! Финиширует экипаж из Киргизии. Поприветствуем! Время экипажа, танкового экипажа из Киргизии 33 минуты 50 секунд. А Ангола в это время, команда из Анголы, готова к стрельбе по вертолету. Мишень номер 25. Вот мы наблюдаем, как медленно поднимается цель. Зеленого цвета это вертолет. Итак, стрельбу ведет командир танка из зенитного пулемета «Корт». Калибр 12,7 миллиметров. Мы слышим, как выполняется стрельба из вертолета. По вертолету. Судьи внимательно наблюдают за стрельбой. Командир еще раз открывает огонь. Количество боеприпасов 20 боеприпасов ему выделяется для поражения вертолета. Итак, экипаж из Анголы закончил стрельбу. Судьи определят. Итак, команде из Анголы 2 штрафных круга за непоражение вертолета и уход с маршрута. Поэтому им определяют арбитры 2 штрафных круга, которые находятся на левой стороне нашего полигона. Итак, экипаж выполнил откат. И немножко омрачены, конечно, не поражением цели. Уходят на штрафной круг экипаж из Анголы. Естественно, не очень они радостно заходят на этот штрафной круг, но никуда не денешься. Так, и мы с вами на экранах наблюдаем, как
Экипаж из Анголы преодолевает штрафной круг. Итак, время команды из Анголы 16 минут 54 секунды на текущий момент. Итак, друзья, у нас на маршруте осталась экипаж команды из Анголы. Итак, на основной дистанции экипаж из Анголы выполнил штрафной круг. Механик-водитель разгоняет машину и устремляется . Так. Экипаж из Анголы у нас выполнил один штрафной круг. Сейчас зашел на второй штрафной круг. И поднимая клубы пыли успешно. А я напоминаю, что время первого заезда команда Киргизии показывает 34 минуты 12 секунд. Команда Белоруссии 27 минут 49 секунд. И команда Венесуэлы 42 минуты 22 секунды. Это время прохождения команд после первого заезда сегодняшнего дня. И сейчас команда из Анголы завершает прохождение штрафного круга второго и выходит на основную дистанцию. Итак, поднимая клубы пыли, экипаж из Анголы с правым разворотом нащупывает нужное место и подходит к броду. И вот бросает свою раскаленную машину. Поднимает столб воды. Мы слышим крики «Браво!» Это, вероятно, болельщики команды Анголы поддерживают свой экипаж. Итак, преодолев участок минно-взрывных заграждений, экипаж из Анголы буквально взлетает на курган, друзья. И сейчас с правым разворотом выйдет на основную дистанцию. Вот выполнил правый разворот экипаж из Анголы. Проходит
огненную полосу и приближается к противотанковому рву. Выравнивает машину механик-водитель. Вот он уверенно преодолевает противотанковый ров. Выводит машину. И под ваши аплодисменты, друзья, поддержим экипаж из Анголы. Молодцы, молодцы, болельщики. Поддержим этот боевой экипаж горячих ребят из Анголы. Механик-водитель из Анголы разгоняет боевую машину для преодоления колейного моста. И вот подпрыгивает 40-тонная машина легко и просто. Наблюдай, белый флажок пройдено, препятствие без замечаний. За уход с маршрута экипаж из Анголы получает еще один штрафной круг. Итак, дорогие друзья, сейчас экипаж из Анголы, преодолев гребенку, устремляется к первому косогору. А я хочу напомнить, что боевая машина, на которой проходит соревнование по танковому биатлону, это легендарный российский танк Т-72. Масса танка 46,5 тонн. Длина боевой машины с пушкой 9,5 метра. Мощность двигательной установки 840 лошадиных сил. Максимальная скорость 70 км в час. 125-миллиметровая гладкоствольная пушка. ПКТ пулемет Калашникова танковый, калибр 70-62 оснащен. Дальность стрельбы 1500 метров. Скорострельность 750 в минуту. Вот мы наблюдаем, как Эскарп преодолевает Т-72 с ангольским экипажем. Эскарп пройден без замечаний и устремляется на второй косогор. Молодец, механик-водитель уверенно преодолевает второй косогор. И выходит для стрельбы на огневой рубеж. А я напоминаю, что танк Т-72 был спроектирован в процессе совершенствования Т-72А опытно-конструкторским бюро. Сейчас серийное производство танка было начато в 1985 году. Танк представлял третье поколение танков за счет динамической защиты контакта, более совершенной самоходной установкой с двухполосным стабилизатором пушки. Итак, сейчас экипаж из Анголы занимает огневую позицию для ведения стрельбы и поражения гранатомета. Цель — гранатомет. Напоминаю, что необходимо закрыть люки все после загрузки боеприпасов, выполнить норматив и доложить о готовности к стрельбе. И по команде главного арбитра будет выполняться поражение цели, напоминаю, гранатомет. Огонь будет вести из ПКТ 7,62 миллиметра. Дальность
Дальность 600, 700, 800 метров. Итак, сейчас мишень номер 9 поражает экипаж из Анголы. Итак, пока в ожидании доклада командира экипажа Анголы, сейчас арбитр связывается с командиром ангольского экипажа. Готов. Сейчас командир доложил о готовности. Итак, сейчас цель в поле. Наблюдаем на экране мишень номер 9, противотанковый гранатомет. Итак, гранатометчик надежно защищен. Ангольский экипаж ведет стрельбу. Мы наблюдаем. Опа! Готов! Есть есть цель. Есть поразил цель. Молодец! Молодцы гвардейцы из Анголы. И несмотря на поражение цели, экипаж выполняет сейчас откат. И за уход, за нарушение маршрута экипаж из Анголы сейчас уходит на штрафной круг. Жалко, жалко, конечно. Механик-водитель немножко ошибся, допустил ошибку и поэтому выходит на штрафной круг. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня до обеда будут выполнены 2 заезда по плану танковый биатлон. И после обеда будет выполняться открытие индивидуальная гонка «Суворовский натиск». Параллельно работает полевая кухня. Так что, я думаю, к обеду можно будет проверить, как выполняется полевая кухня, как соревнуются представители от команд и как выполняют свои обязанности продовольственники. А сейчас на штрафном круге экипаж из Анголы. Это завершающий 3-й круг. Вот они преодолевают препятствия. Участок минно-взрывных заграждений. Имитацию. Да-да. И выходит на основную дистанцию. И, друзья, под ваши аплодисменты перед левыми трибунами проходит экипаж из Анголы. Поддержим ребят. Скорость до 70 километров. Механик-водитель выжимает все возможное из боевой машины. Надежный, легендарный, прославленный советский танк Т-72. Время 30 минут 50 секунд. Время команды из Анголы. На огромной скорости, поднимая клубы пыли, экипаж из Анголы подходит к очередному препятствию. Я напоминаю, что это противотанковый брод. Это брод. Протяженность 24 метра, глубина брода
0,81 метр. И вот сейчас выполняется правый разворот. Механик, водитель. Второй капрал Марселину Жарра. Друзья, поддержим аплодисментами механика-водителя. Сейчас все зависит от него. Оператор, наводчик и командир уже выполнили свои задачи по поражению мишени. А он влетает буквально в брод, поднимает столб, водяной столб, преодолевает брод. И сейчас выходит на участок минно-взрывных заграждений. Опять перепутал дорожки экипаж из Анголы. Но я думаю, судьи простят ему уже это шалость его, маленькую шалость. Потому что здесь уже штрафного времени нет. И вот он взлетает на курган. Еще выплескивает из глушителей воду. И сейчас правым разворотом выходит на финишную прямую. Но он почему-то не... Так вот, молодец. Сориентировался. Ведь они же находятся по боевому. Вот если бы он находился по походному, тогда бы он немножко раньше повернул машину. Он ищет свою дорожку. Молодец. Второй капрал Марселину Жарра находит свою дорожку, выравнивает машину и выходит на финишную прямую, друзья. Сейчас у него противотанковый ров и финиш. Так что приготовьтесь к аплодисментам, к жаркой встрече бравых ребят из Анголы. Вот там он подходит, осторожно подходит к противотанковому рву. Есть предолет. И, друзья, под ваши аплодисменты, под горячие ваши аплодисменты мы встречаем боевой экипаж из Анголы. И приветствуем танкистов из солнечной Африки. Арбитр, главный арбитр, уже готов остановить его время. И вот, и есть остановка. Молодцы! Браво! Время экипажа из Анголы 34 минуты 15 секунд. Еще раз. Плюс снимается 55 секунд. Добавляется 55 секунд за нарушение дорожки. Ну, я думаю, что арбитры подсчитают точное время и выведут на таблицу. Затем мы вам доведем. Итак, сейчас небольшой перерыв. Будут подведены итоги первого заезда сегодняшнего дня. И готовится у нас второй заезд. Вот. А вы можете немножко отдохнуть, посмотреть Дом дружбы. Там у нас представители делегаций всех команд сделали выставки. Можете посмотреть, пройти к полевой кухне, посмотреть, как начпроды выполняют обязанности по подготовке обеда, дорогие друзья. И мы вам сообщим, когда будет второй заезд сегодняшнего дня. Спасибо за внимание, за поддержку сегодняшних танковых экипажей. Дорогие друзья, второй заезд сегодня состоится в 13 часов. Поэтому всех зрителей приглашаем. Ну, ориентировочное время 13 часов. Ориентировочное время. Все зависит от готовности полигона, от готовности мишеней, от готовности судейской бригады.
Но ориентировочно, дорогие друзья, в 13 часов. 13 часов готовность. Да, мы приглашаем вас пройти в палатки военторга, немножко охладить свой пыл, потому что да, приобретать сувенирную продукцию. И ждем вас в 13 часов на трибунах для того, чтобы опять приветствовать экипажи команд. В 13 часов у нас заезды выполняет Боливарианская республика Венесуэла, государство Зимбабве, Республика Таджикистан и Республика Азербайджан. Вот 4 команды, которые примут участие во втором заезде сегодняшнего дня.